Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 130. Жизнеописание 17. Уйгур Юэйчжо, академик, которого боялись министры и почитал монгольский император. Юэйчжу, уйгур, сын великого сановника Аргун Сали, учтивое имя Чжиса, также известен как Цзиньшань. С детства внешность и его манеры были строгими и величественными. По натуре был проницательным и понятливым, обладал дальновидностью. Когда ему было всего 8 лет, он наблюдал, как художник Хэчен рисовал картину «Даосская мать режет волосы», чтобы купить еду, классический сюжет Атао Кияньо. Юэйчжу, указывая на золотую шпильку в руке даосской матери, спросил его: «Золотую шпильку можно обменять на вино, зачем же нужно резать волосы?» Хэчен очень удивился, сразу же признал его необычным. Когда Юэйчжу вырос и начал учиться, запоминал по 1000 иероглифов в день. В 18 лет поступил на службу к Чинсяну канцлеру Дэшимань в императорскую стражу. Входил и выходил из запретного города с видом бывалого взрослого. В первый год эры Чжида 1308 год его назначили Ханьлинь Сюэши, академик Ханьлиньской академии. Присвоили звание Чжэн Йидафу, правительственный чиновник высшего разряда. Сразу же занялся делом рекомендаций достойных и выдвижения способных. В первый год эры Янью 1312 год повышен до Чжунфэндафу, чиновник среднего служения, и Сюаньвэйши, уполномоченный по умиротворению провинции Хунань. Ежедневно принимал конфуцианских ученых, расспрашивал о народных тяготах. На третий год эры Янью 1316 год повышен до Цзэшаньдафу, чиновник, наставляющий в добродетели. Начальник палаты процветания и счастья, Шилун Сюань. В седьмой год эры Янью 1320 год, начальник палаты астрономов Тайши Юньши. Император Шидебала, наблюдая, как он держится собранно и невозмутимо, обернувшись к Цяньчжэну Сусу, сказал: «Юэйча же и вправду сын из древней знатной семьи». В первый год эры Тайдин 1324 год переведен на должность Тайчан Юаньши, начальник палаты жертвоприношений и ритуалов. На четвертый год эры Тайдин 1327 год назначили Шаншу Либу, министра ритуалов, и он возглавил Хуэйтунбуань, дворец приема послов. Вскоре назначили Цяньчжэнши, помощник министра канцелярии провинции Цзиньси. В первый год эры Тиньли 1328 год повышен до Жунлудафу, чиновник славного жалования, и Цзисянь Дасюйши, великий академик Академии Цзисянь. На второй год эры Чжишунь 1331 год назначили Пинь-Чжэнши великим управителем палаты советников провинции Цзиньси и других. В то время был ложный донос о том, что богатый человек задолжал казне князя Юнина более 800 связок монет. Императорская канцелярия Чжуншушен отправила посланцев для взыскания долга. Посланец, прибыв в Цзиньси, столкнулся с Юэйчжу, который сказал: «Дело связано с клеветой и обманом. Нельзя выполнять приказ». Сослуживцы сильно противились намерению Цзайчэня, министра. Юэйчжу сказал: «Народ – это основа государства. Наносить ущерб основе, чтобы навлекать ненависть, это не во благо для министра». Приказал посланцу вернуться с этим ответом. В то время Эль-Темур был канцлером Чинсян. Услышав его слова, проникся и осознал. Поручил Синбу Министерству юстиции провести расследование. Клевета была раскрыта и наказали клеветников. Министр доложил об этом. Император похвалил его и пожаловал шелковые ткани и лучшие сорта вина. Чжанцы, Цзинь и другие жители округа Гуян собрали шайку более 2000 человек. Округ и уезд не могли с ними справиться. Сюаньвэйса, управление умиротворения Гуандуна, попросило отправить войска для их поимки. Юэйчжу сказал: «Чиновники не могут умиротворить и успокоить жителей и хотят легкомысленно послать войска, чтобы причинить вред народу». Ни за что. Министры побледнели. Сяньце провинциальная судебная палата также заявила, что посылать войска нецелесообразно. Юэйчжу твердо стоял на своем. Отправил тысячника Вана Ин выяснить обстановку. Ван Ин добрался до логова разбойников, разъяснил им несчастье и выгоды, и разбойники сказали: «Кто довел нас до беззакония, так это двое патрульных. Мы не посмели бы иметь дурные намерения». Убедили их людей, всех заставили вернуться к прежним занятиям, и весь край успокоился. На третий год эры Чжишунь 1332 год назначен Пинь-Чжэнши, великий управитель палаты советников провинций Хэнань, Цзинбэй и других. В
Вскоре, прибыв по военным делам в Янчжоу, заболел. В 12 месяце следующего года 1334 год умер в возрасте 53 лет. Юэчжу был от природы почтителен к родителям и дружелюбен к братьям. Младший брат его матери Цзюйчжу умер рано, он оплакивал его с предельной скорбью. Особенно увлекался канонами и историей. От книг по астрономии до медицинских. Нет таких, которых бы он не изучал досконально. Он был широких взглядов и великодушен, и если кто-то обманывал его, он спокойно не придавал этому значения. Если кто-то спрашивал его, то он говорил: «Они сами себя обманывают, какое мне до этого дело?» Его мать, госпожа Га, также часто хвалила его, говоря: «Мой сын – человек из древности». У него было 4 сына. Старший Пуда служил управляющим управления по делам буддистов и тибетцев. Второй Энсен – помощник начальника управления императорских регалий. Следующий Жэньшоу чиновник Чжунсянь Дафу и министр храма Чан Цэю.